Здорово. Приветствую. Чё курить? Понятно. И вот я думаю, когда вот у меня будет опять такой период в жизни, что вот все хорошо, все правильно, все как надо, тогда легче расставаться с этими вредными привычками. Мгм. Ну, как бы незачем. Незачем курить, когда у тебя, ну, все ништяк, все круто, там, хороший человек рядом, любимая жена, да, там, дети, там, все нормально. Зачем это все нужно? Все это пустое. У нас еще рано, да? У меня Да? уже 2 часа ночи без 10. 21:48. У меня уже вот без 10:02. Я слышу просто дети, Мгм. уже скоро спать пора, да? Дети. Ну да, уже. Ну, сегодня суббота, плюс каникулы сейчас еще. Ну, все равно режим же надо поддерживать. Да, у меня там жена сидит, там в шахматы играет. А я тут, Прикольно. А я тут общаюсь, да? ну, Ну, чё, по интернету в откуда? шахматы играю. Ну, понятно. Калининград. Ничего себе. А вы Считай, в откуда? Европе живете. Я с Ну, Кустаная, ага. северный Казахстан. Очень Чё там, далеко. как у вас? У нас, Да, у ну, нас это из Казахстана много людей. в Калининграде. Да. Кстати, да, я знаю, я ездил, Бывали в короче. Калининграде? Нет, не бывал. Нет? М. Я вообще мало где бывал. Что Там там у вас, несколько городов России, что там у вас несколько городов Казахстана. происходит? Да вроде пока ничего не происходит, пока все нормально. Не знаю, что Ну, у будет вас дальше. же там это были же... Что там недавно было? Фигня какая-то. Недавно зимой было? Да, да, да. Ну, Новый было год. что-то, На ну, Новый год. что-то. Ну, после Нового года, да. Что-то было, не Не знаю, на что. Новый год это было? Не, это было где-то, ну, числа, не знаю, 5-го, 6-го. Для нас это Новый год. Да? Новый год же 1-го числа. Ну, в смысле, ну там же это... Новогодние праздники долгие же. Ну, ну, как бы, для меня Новый год это вот с 31 на 1, все, дальше все. Ничего не было, да? Просто это что-то везде, по всем новостям. Ну, что-то, не знаю, был какой-то кипиш, что-то люди кипишевали, и особо фиг понять, что было. У меня в городе все спокойно было. Ну, было, конечно, да, там кипиш, что-то люди выходили. Очень много было не местных, короче. Самые вот заводилы, фиг знает, откуда-то понаехали, короче. И потом немножко местные, короче, подхватились, короче. Особенно, когда наши отключили Откуда подъехал? интернет. Ну, вообще с разных областей, там, со всего Казахстана. Ну, они из Казахстана приехали. Да, из Казахстана. Ладно. Просто я думал, что там откуда-то из Афганистана приехали. Нет. Ну, может быть, и были, я точно не знаю, как бы. Но я знаю, что было много Ну, я вообще слышал, типа, других городов. международные террористы. Пес его знает, может быть, и были. Но это в Алмате, это далеко от меня, там 2000 километров на другом конце страны. Там было, да, там что-то и стреляли там. Ну, как рассказывают, так очевидцы, там, не знаю, знакомые знакомых, что просто машина какая-то ехала, какой-то джип, там, Хаммер или что-то большой такой, да, черный джип ехал, гражданский, не военный, да, ничего там, гражданский. И просто с автомата расстреливали людей. Какой-то вот такой. Вот, ну, террористы. Но опять же, как бы, пес его знает, знаешь, что вообще это такое, что вот как можно такое допустить. Тем более у нас в стране, у нас, ну, я не знаю, мне кажется, у нас настолько она красная страна и не такое уж большое население, что, мне кажется, это все вообще очень сложно скрыть и откуда взять автомат Калашникова, не знаю. Оружие запрещено же везде, это, ну, блин, палево, мне кажется. Это очень легко все вычислить. То есть Тоже готовящийся теракт. Возможно, это были какие-то просто, ну, какие-нибудь спецслужбы, не знаю, провокации, там, просто чтобы что-то как-то там порешать. мне тоже кажется странно. Я про Казахстан слышал, что типа
в Казахстане вообще все спокойно всегда шло. Да, всегда все Типа спокойно. никогда никакого теракта не было. Вот я живу в Кустанае, это, ну, север Казахстана, и вообще, в принципе, у нас, блин, ну, население в Казахстане, ну, сколько, ну, 18 миллионов, да, население Казахстана. Ну, то есть у нас огромная территория, очень мало народу. Вот конкретно на севере вообще мало народу. Мгм. Людей очень... У меня вот город, областной центр, да, я как бы живу в Кустанае, Кустанайская область. Сколько у нас населения? Ну, у нас тысяч, может быть, 300 населения в Мгм. городе. Мгм. То есть вообще маленький город. И, в принципе, там на всю область вроде 1 000 000 человек населения. Да. На всю область. А вся область у меня, не знаю, это как, блин, как Европа, наверное. Как пол Мгм. Европы. Моя область по площади. Ну, большая территория. Ну, реально, по трассе едешь вот так вот там. Ну, блин, ну, может, на протяжении 100 километров тебе ни одного населенного пункта не попадется. Просто степь. Едешь и едешь. Нету ни деревень, ни городов. Ну и получается, что как бы, ну, очень мало людей, и все же как-то это легко все это контролировать, ну, как мне кажется, Ну как да, это все происходит. я в детстве жил в Калмыкии. Там похоже чем. Тоже мало людей. Да, тоже так. Ну, вот здесь вот Кустанай, вот от Кустаная, вот, допустим, в сторону Челябинска, то есть, ну, 300 километров от меня Челябинск, 150 километров и Россия начинается, да? Вот ту сторону едешь, в сторону Челябинска, в сторону России, там как-то побольше движника, машин побольше. Ну, я имею в виду даже по трассе, да, поселки какие-то, что-то. И вот в эту сторону ехать, ну, вглубь страны, да, в сторону Ну, Астаны, там же, чем столицы. ближе к Европе, тем просто по Ленинградской области. Там у нас там плотность населения высокая. Там в Калмыкии, откуда отец вообще, Мгм. там мало людей. Ничего не происходит. Такое глушь. Ну, О. у нас тоже так. Не, ну в целом, в принципе, мне нравится вот этот город. И как бы пока все устраивает, пока все нормально. Что будет дальше, как будет, я не знаю. Еще вот как бы, ну, наш президент же там где-то там, я не знаю, вот высказался, типа там он там не признает там вот эти ЛНР, ДНР, там что-то по вот этой, ну, как бы высказался, да. Ну, просто на как, если все будет как есть как есть, все нормально. Ну, в принципе, все нормально, можно жить, да. Ну, просто на этом фоне так много появилось людей, которые типа, вот он молодец, там он красавчик. И такие какие-то они, ну, не знаю, как это сказать. Ну, типа, националисты, что ли. Вот здесь в рулетке мне попадаются, бывают люди, казахи, которые говорят, вот, Казахи, да? угу. Говорит, попадает, это, типа, вот, это же правильно, вот. Мне говорят, почему ты вот не говоришь по-казахски, почему ты не знаешь казахский, ты же должен знать, ты там живешь в Казахстане. Ну, по идее, у нас в Казахстане как бы, ну, два языка, смело, как бы и русский, и казахский. Ну, Ну, так было, я не знаю. у нас так эти говорили, деды. Ну, в смысле, у меня отец, он по-калмыцки не говорит, да? Ага. Дед, дед он говорил. Там не так говорили. Ну, не знаю, пока все нормально. Ну, конкретно здесь у меня, как бы, видишь, на юге страны там как бы плотность населения больше. Там больше людей на юге. И там, ну, естественно, казахов больше, и как бы казахскоговорящих больше людей. И там,
Ну, там тоже живут русские, много как бы, да, живут. Вроде бы кто-то говорит, да нет, все нормально, все ништяк. Кто-то вот есть у меня родственники, короче, родственников как бы. Они переехали с Алматы в Челябинск. Мгм. Переехали жить. Ну, русские. И они говорят, что, ну, типа, вот это чувствуется, что, типа, не дают, как бы, жизни казахи. А что они Ничего. делают? Ну, я не знаю, что они делают. Ну, тоже как-то подвозил одного человека. Я вот ездил между городами, таксовал. Таксист, Астана, да? Астана. Да. Подвозил человека с Алматы. Он пацан русский. Ну, он то ли татарин, то ли кто. И у него фамилия такая похожая с казахской. И он немножко что-то похож. И он говорит, в магазин вот он заходит, он говорит, что ему надо по-русски, и ему не дают, просто игнорят его, короче. Вот он говорит, типа, дайте булку хлеба. Ему игнорят. Потом он говорит, я уже говорю, потом, ну, по-казахски, бешнан. Ему раз продали. А Это так, в то есть, ну, Алма-Ате так? да, в Алмате. Ну, хотя, опять А же, в здесь этом... попадались люди мне с Шымкента, там, это еще южнее, Шымкент, там, вообще, как бы, ну, сколько А наслышан, в типа, шымкентский. Нур-Султане так? Да, везде нормально, не знаю. Я не был в Алмате, не был там на юге. В Астане я бывал, там, в Караганде, в Астане, как бы, там нормально все. Ну, в Астане, конечно, там все на казахском, там все вывески, все на казахском, короче, название улиц, там все на казахском. Ну, на казахском и на английском, короче. На Мгм. русском нет. Ну, есть, может, что-то где-то на русском. Ну, очень мало. Ну, практически нет. Блин, плохо. Ну, это вот столица. А вот здесь на севере он такой, как бы, Ну, у вас там вообще для программистов работа есть? ну, наверное, есть. В Кустанае? Ну, я думаю, есть. Да? Просто Вообще, я вот думаю, мне куда-то переезжать. Я вот думаю, в Польшу, да, ну там польский учить. мгм. И, ну, Беларусь не вариант. Почему? Ну, там люди, которые с Беларуси приехали, что-то не фонтан. Я Мгм. вот Да и в думал, Казахстане сейчас не в фонтан. Казахстан все вот эти компании перебираются разные. Я думал, может, Казахстан, ну там, говоришь, там везде казахский нужен. Ну да, по идее. Я думал, вот мне там с лицом моим будет типа, ну, нормально. Ну, Потому что тебе в будут Польше... подходить, говорить, да, по-казахски, а ты не Нет, я понимаешь. имею в виду... Нет, ну я думал, что в Польше же, как бы мне... Я в Польше это часто был. Там поляки все время на тебя смотрят. Ты вот так вот идешь по парку, короче, да? Мгм. Они даже если прямо... Некоторые прямо смотрят. А им, ну, то есть им азиатское лицо непривычно вообще. И они некоторые прямо на тебя таращатся, а некоторые вот ты идешь, и они вроде прямо не смотрят, но у меня жена сзади идет, и она видит, как они вот я только прохожу, и они оборачиваются. Мгм. Ну, и рассматриваю, Мгм. типа, кто такой, что здесь делает. Мне это вот это сильно не понравилось. Я поэтому думаю, может быть, в Казахстан поехать. Ну, как бы, ну, А калмыки, чем мне заняться в казахи, России? типа, что-то общее есть в культуре, может быть, думаю, там можно было бы поехать, там вроде бы ребята, там эти наши тоже, в Калининграде тоже, которые рассказывали, кто-то постоянно ездит летом там, но Ну, не там, знаю. ну, казахский язык, он вообще другой же. Ну да. Если, если в Алмате такое делается, в Султане,
Ну, блин, не знаю, мне кажется, знаешь, вот так я скажу, что мне кажется, в России, если ты там родился, вырос, живешь в России, ну, тебе легче будет в России, чем вот так переехать в Казахстан. Ну, я программист просто. Мне не нравится, куда все движется. Понимаешь? Ну, то есть Ну, а куда все движется? куча компаний уехала, увольняла людей. Они говорят, что программистов нехватка, да? Но Мгм. по факту куча компаний, они просто потому, что они работали на Запад какого-нибудь. Ну, то есть это аутсорс. Многие компании это были. Знаешь, да, аутсорс? Мгм. Вот, они, получается, а теперь все из-за санкций, все проекты сворачиваются, этих людей часть перевозят куда-нибудь там, в Эстонию, там, в Грузию, в Польшу, там еще куда-нибудь. А те, которые не хотят переезжать, просто увольняют, получается. То есть, как бы, с одной стороны, нехватка есть, но это нехватка на такие места, на которые нормальный человек не пойдет. А нормальные зарплаты, там все проекты позакрывались или там на паузе, понимаешь? Ну, И еще там как бы вот это все вот движение, когда вот это все закрывают, вот YouTube же, да? YouTube же хотели, сколько было разговоров про то, что отключат YouTube. мгм. Ну, слышал, И нет? чё? Да нет, я не слышал ничего. Не Ну, как не интересовало. слышал, вот когда там весь конец февраля, там начало марта, там все Ну, у первую нас половину все говорили. работает, не знаю, ничего не отключали. Нет, у нас вот прям типа Рутюб начали там продвигать, то все думали сейчас, короче, Яндекс.Дзен, да? сейчас думали, нет, в чем тут Яндекс.Дзен? Я имею в виду, Ну, там все что, там блогеры, там, вот, если что, нет, Яндекс.Дзен. ну что это позакрывали эти, да, как эти блогеры, Инстаграм, там вот это все. Да все же работает через VPN. Нифига меня кто-то кусает за ногу, какая-то Не, ну мошка. через VPN это не то. VPN обычный пользователь не сможет установить VPN. Я смогу, да, я программист. Ну что там, Обычный тупой. программу какую-нибудь скачал там на телефон, на компьютер и Я все. смогу, у меня проблем не будет. Я Ну, у говорю, любого человека не будет проблем. нет, у обычной домохозяйки, у нее ну смотри, все вот эти программы, да, которые, она откуда будет качать? Она будет качать из Google Play и App Store. Правильно? Ага. Чуть тебе с лицом какой-то. Да, все нормально, все нормально. Я просто слушаю внимательно. Просто лицо Концентрирую. как будто бы что случилось. Не-не-не, все нормально. Я говорю, будет качать из Google Play и App Store. Там куча вот этих VPN-программ. Да, они все непонятные. Они бесплатные, какие-то там какие-то дурацкие ограничения постоянно. Там какой-то там На Гидре можно 200, купить. 200 мегабайт, там то все, короче. Какой-то идиотские эти. Да? Все нормальные VPN, они будут платными. Ты за них заплатить даже не сможешь. Потому что там нужна виза, карточка. Понимаешь? Мгм. И все. И получается, даже если через VPN может зайти, ну хорошо, какой-то процент людей сможет зайти, а остальные что будут делать. И этот сервис, получается, он перестает им, когда массовый пользователь пользоваться, то это все перестает работать. После того, как масса пользователей перестает пользоваться. Понимаешь? Ну, типа перегружают, короче, они. И вот да, и мне вот эта вот вся тема не нравится. Я вот думаю, Вот я Грузия, тебе пытаюсь Армения, вот это все сказать, короче, мне не вариант. самую важную вещь такую. Я скажу, что Россия намного более развитая страна, чем Казахстан. Да? Вообще во всем, во многом, конечно. Но у нас же, смотри, у нас все уже с Россией идет даже. Вот сейчас взять, ну, блин,
Ну, по-любому все с Россией у нас. Ну, может быть, еще с каких-то там что-то стран. Но у нас ничего такого как бы нету. Тут многих вещей нету даже просто потому, что людей нету столько. Ну вот представь, как бы, ну взять вот даже вот рядом здесь город большой, Челябинск. Хотя это такой себе город, да, вообще, да, в России. Ну вот, капец, люди с Алматы туда переехали, Алмата тоже мегаполис, да, большой город. Они говорят: «О, Челябинск намного больше и город лучше, чем Алмата». Хоть Я вот не понял, а чё вы давно не переехали все? куда? Ну, Зачем? в Челябинск тоже. Ну зачем? Я вот здесь родился, вырос, ну Не, пока ну, меня я все имею в устраивает. виду, ну, если это, вот твои друзья переехали, получается, и всем довольны, а ты чё не хочешь? Ну я и здесь всем доволен. Зачем мне уезжать? Я имею в виду, там же, если ты говоришь прогресс в Челябинске. Ну, не знаю, ну я съезжу, погуляю, отдохну, там, и хватает мне. Ну, так, чтобы переехать жить, мне пока не хочется. Потому что все равно основная масса людей, там, мой круг общения, там, все здесь. Ну, как ты живешь, там, растешь, развиваешься, какими-то там, не знаю, связями обрастаешь, там, что-то, как все здесь, вся жизнь здесь, а туда ехать и как-то все заново, все сначала, там, не знаю, не хочется, Ты, наверное, пока не казахский хочется. знаешь еще просто, да? Ну, нет, я не знаю казахский, кстати. Я не М. могу говорить на казахском. Может быть, что-то где-то как-то чуть-чуть я пойму там. Ну, пока я не чувствовал такого-то какого-то давления, чтобы я не смог там с кем-то договориться. Не, ну ты, Даже, получается, хорошо. Ну ты же не сможешь ни в Алмату поехать, ни в Нур-Султан поехать не почему сможешь. я, ну, часто я бываю в Астане. Ну, как, так же там все работает, да, навигатор. Нур-Султане. Я там еду куда надо по навигатору. А просто что названия там такие, улиц там, допустим, улица Победы была. Она сейчас называется Женес. Ну, то есть по-казахски Победа. Была улица Мира. Она теперь называется Бибичилик. Это, ну, мира, типа по-казахски. Ну, Ну то они есть все на просто перевели, казахском. получается, на казахский. Да, все попереводили, все, и ты вот так. Ну, все смотришь просто эти все вывески, все, что Как там, бы где, все то же куда. самое, просто они на казахский Ну, не все то переименовали и же все, да? самое. Есть там, знаешь, вообще там улицы такие. Шакарим, Кудайберди, Улы. Кто такой, что Что такое такое? вообще? Ну, это имя и чье-то. А. Какой-то Шакарим. Ну, Ну, у такие нас, бывают. да, у нас тоже Орджигин, Дорджи, отца Дорджи зовут. Как бы тоже похоже чем-то, по идее. Ну, может быть. Ну, это тюркские же языки. А? Тюркский. Кал- Тюркский язык. Казахский. Калмыцкий? Нет. Ну, казахский, я говорю. А, Казахский. Вот казахский и турецкий очень похожи. да? Ну, казахи, вот, которые хорошо, ну, говорят по-казахски, ну, не только казахи, любой человек, который говорит по-казахски, ну, владеет этим языком, он сможет и с турками общаться. Там есть какие-то что-то слова, может быть, чуть-чуть другие окончания, чуть-чуть. Ну, в целом они смогут общаться, им будет легче. А, ну поэтому они, получается, там с Турцией что-то, да, там сейчас делают. Не Что-то знаю, что там. как-то там эти у них. Ну, я читал в новостях, что там Казахстан, Турция, что-то там сейчас А еще вместе делают. я вот что тоже хотел сказать, вот, ну, вот в этом году это все началось у нас. Тоже вот эти ленточки георгиевские запретили, типа, вот у нас свои там какие-то голубые ленточки, ну, похожие, как у нас флаг же голубой, Ага. и солнце там желтое, и типа там орел какой-то. Вообще запретили, что ли? Ну да, Полностью? да. Прям вообще нельзя? Ну, в принципе, можно всем, пофигу, как бы двигались, и машины там с флагами, с Чё ленточками, и и чё, люди прям это ходили. людей это что там, административку шьют за ленты, что ли? Или что, если поймают? Ну, что-то типа такого, да, короче.
Да, Но пока никого ничего не хлопали, ничего. Просто вот запретили, ну это, то есть да, в школах сказали всем, допустим, учителя в школах, там, воспитатели в садиках, типа вот такая ленточка теперь, вот с такой ленточкой ходить надо. Не с георгиевской, а вот с такой, короче. Ну, типа такое. Я просто смотрю, знаешь, как будто вот такие события, вот потихоньку это начинается, вот как на Украине начиналось, и у нас как будто такая же какая-то начинается политика. вот Пока в целом на ты бытовом уровне в жизни я этого не Апасян же, вижу. по идее же. Апасян. Да, Ну, есть немного, ты не хочешь, но пока нет. ну, в Челябинск? Ну, пока нет, пока не хочу. Ну, то есть, ну, в принципе, как бы, мне кажется, надо плацдарм готовить. Квартиру купить, да? Ну, Что-нибудь, может быть, чтобы, да. если Надо что. что-то думать. Ну, потому что там на Украине тоже там, с чего у них там началось? Ленинов они начали бить, да? Или с чего там началось? Ну, да, у них же тоже вот это началось. Ленточки, потом вообще они 9 мая не празднуют. Это там День памяти, но мы его не празднуем. Это как траур, типа столько людей погибло, они так это, да, преподносят. И все началось вот это вот русский там язык запрещать, как-то притеснять, все там украинский. И все вот это потихоньку начиналось. Вот, ну, пока так, видишь, у нас. Пока М. только эти ленточки, пока сильно вроде... Ну, есть такое, есть люди. Просто сейчас самое главное, ну, как... главное, люди, да, есть, которые вот такие националисты, нацисты, да. М. Главное, чтобы их не поддерживало государство, да, Ну, государственная власть. государство, получается, поддерживает? Ну, Получается, поддерживает их, раз там это все ну, я попереводили вот... там. Ну, это все Там, ты попереводили говоришь, вроде там бы. это в магазине там, этот, что там, не отказываются обслуживать. Ну, это не везде. У меня такого нет здесь, видишь. У меня здесь... Не, ну в столице, в Не в столице, в Алмате, Нур-Султане. на юге. Ну, в Султане нет, там нормально все. Да? Там, да, она такая, там, в основном все там, да, южные казахи, там, все говорят на казахском. Ну, в принципе, с ними можно разговаривать. Они плохо говорят по-русски, ну, с ними Ал- можно объясняться. Алма-Ата это самый юг, да, получается? Ну, Алмата, Шымкент, это вот большие города на юге, Ага. миллионники такие. Там Короче, туда ехать не надо. туда лучше не надо, да. Ну, Алмата, она, знаешь, тоже разная, понимаешь? Алмата там вообще там есть верхняя Алмата и там нижняя Алмата. Вот типа верхняя Алмата, там центр, там вообще М. нормально, там типа все люди такие живут, богатенькие. Ну, много кустанайских отсюда там Верхняя и живут. нижняя Алма-Ата это типа город на две части разделен, что ли? Ну, типа, Типа да, она же, два. там же горы в Алмате. А, И там внизу, короче, это там, так скажем, ну, трущобы. Внизу а, там лучше не двигаться, короче. Там да? очень Гетто, да? опасно. Гетто, да. Там, ну, просто там на улице могут на тебя напасть, там, раздеть, все забрать. Да. Да. А Это нижняя там, Алмата, да? вот там, да, На самый Новый эпицентр год. был. Новый год Да. это вот было, Да, да? да, да, да. В этом в гетто, да? Да, да. Ну, не знаю, в гетто, не в гетто, но в Алмате. Там был как бы самый такой Интересно, это как кипиш. Как в Бразилии получается. То есть как бы в Бразилии есть же Рио-де-Жанейро, там же тоже же горы, Угу. да, там же есть вот такие фавелы. Да, То да, есть вот да, да. была же вот, как ее, что это было, Олимпиада или чемпионат по футболу, когда типа вот ты на центральных улицах Рио-де-Жанейро ты можешь еще ходить, но если ты там чуть-чуть свернешь с центральных улиц, там сразу тебя могут грабануть, там еще Ну, что-нибудь. ну, ну. Ну да, есть такие районы, короче, в Алмате, куда лучше не заходить. Понятно.
Понятно. А этот Нур-Султан, э, Ну, Ахтюбинск, да, там нормально, да? наверное, в Актюбинске не бывал, ну, думаю, нормально, да. М, В Астане там, видишь, как, это же столица все. Усть-Каменогорск, да? Там туда тоже можно. Ну, может быть, да. Ну, я не знаю, что там делать в Усть-Каменогорске. А Кустанай? Кустанай? Кустанай нормальный город, да. Кустанай, Павлодар, Мгм. Караганда, допустим, он такой, я там был какой-то, ну, грязный, какой-то стрёмный там, шахтерский город, короче. М. Что там еще есть? Ну, в Астане нормально, да. Ну, по-любому Астана это столица, там как бы весь движняк, все деньги, все там в Астане. Ну, Нур-Султан сейчас называется. Там по-русски можно, да? Ну, можно, но я думаю, везде можно по-русски. Да? Живут же русские, и в Алмате живут русские. Как они там живут? Ну, так как-то живут. Сколько Ну, их там? будешь там потихоньку жить, и тоже выучишь казахский, будешь общаться. Они по-казахски говорят, да? Ну, наверное. Я Научились не даже? бывал там, я там не бывал, не А, знаю. Я говорю, есть много людей, которые из Костаная, допустим, ездят в Алмату, там живут, им там нравится, там туда-сюда ездят. Там, ну, кто-то переезжает, им там нравится. Я просто там не бывал, ну, как бы, там, говорят, красивая природа, да, горы, мгм. вообще все там, за город чуть-чуть выехал, и все красота прям М, живописная, неописуемая. мгм. У нас, допустим, здесь какая тут природа? Тут степь кругом. За город выехал, и все, степь, горизонт уходит там. Ничего нету. Что-то мне такое не нравится. У нас за Элисту тоже что-то выезжали. Ну, что-то просто трава и все. Мгм. Ну, у нас, знаешь, как она еще высохшая такая, постоянно желтая. А Калининград там, ну, в смысле в области. Песочек есть там всякое. Море есть, да? Леса, да, шишечки всякие, птички. Мгм. Слушай, а Ну, у вот нас. в Казахстане как вообще они к спецоперации нашей? Ну, блин, не знаю. Ну, поддерживают, наверное, Россию, мне кажется. Большинство людей. А может, мне кажется. Ну, есть такие, которые не поддерживают, которые говорят, типа, вот там, что Мне там, кажется, на нас просто вот, пойдет Россия. да, мне кажется, просто вот ты говоришь, что там, типа, власть, она как бы Россию поддерживает даже, по идее, пока. Ну, Ну, вот вроде бы как. нынешний, нынешний президент, правильно? Ну, А он же ну как недавно... поддерживает? Он же сказал, что он не поддерживает. Ну вот, я тебе про это и говорю. Ну, то есть, как он, получается, Знаешь, я думаю, еще это может быть как сделано что-то для как-то того, чтобы... непонятно, я имею в виду, Может быть, он в это разные просто стороны. все делается тоже же, ну, Россия, ну, Казахстан, но даже не Россия, а Казахстан очень сильно связан с Россией. То есть, если там в России какие-то санкции, где-то что-то зажимают, у нас это тоже отражается, потому что я тебе говорю, все с Россией. У нас капец цены взлетели на все тоже, все дорого, капец, в магазин пойдешь, ты ничего не купил, а капец там оставил 2-3 тысячи. Смотришь, там, ну реально ничего нет. Ну, я и говорю, получается, в одной лодке же. Чё он так? Ну вот, я не знаю, то ли он взял курс на там с кем-то сближение, с НАТО, там, с Америкой, или может это, я думаю, просто он так высказался, сказал, может,
как бы, чтобы была какая-то форточка. Ну, представь еще на Казахстан, если санкции наложат, и вообще капец. Просто есть такое, есть, ну, знакомые там дальнобойщики, да, М. работают где-то там, может, в России, Беларуси там. Они говорят, что сейчас многие едут и в Казахстане ставят машины на учет, фуры, Мгм. чтобы ездить на Европу, М. допустим, на российском, на белорусском учете не пропускают, а на казахском базара нет, смело можно ехать. Ничего себе. Раньше все И через так нас вот, делалось. ну, сейчас, получается, эти россияне к нам едут, тут все как бы скупают, да, там, ну, не знаю, за техникой, за машинами теми же, А там. чё, сколько у вас там чё стоит? Да так же, как везде, я не знаю. Например, что сколько стоит? Ну, эм, Kia Rio новая. Блин, тоже не знаю, ну миллионов, может, 9, 9 миллионов? 10. Ну, Чё-то до хера. ну это надо сейчас, по-моему, по 7. На 7 надо разделить, и вот это будет в рублях цена. А, Миллионов 9-10, может, даже стоит. Ну, может, там сколько? ну Полтора сколько? миллиона Полтора. рублей. Полтора, да? Ну, может, 2 миллиона. Там, я не знаю, сколько точно, честно сказать. Ну, блин, нет, недалеко. Да, конечно, одинаково все стоит, так же всё. Есть какие-то, вот что у нас дешевое, это вот у нас, наверное, самое дешевое топливо, М. бензин. Ну, я имею в виду вообще в СНГ, наверное, самый А дешевый в Казахстане. у вас же вот это вот, как его, ну, на Новый год-то вот это вот было же, это же из-за бензина же было, да? Что-то Из-за подорожал газа, бензин. из-за газа. Газ подорожал. М. Бензин, в принципе, так и стоил, как и сейчас А стоит. почему я думал, что бензин там вроде что-то говорили, люди ездят на машинах. Ну, на машинах, на газу ездят. Про этот газ. Понятно. Мгм. Ну, он просто подорожал за, там, я не знаю, в течение, ну, может, полугода он дорожал, и он подорожал в 2 раза просто. А зачем они так сделали? Я не знаю, зачем так делать. Ну, смотрят, спрос пошел, газ берут хорошо, все там М. поставили газ на машины. У нас же газ-то, вот, допустим, в России там это уже очень давно все ездят на газу, а у нас газ там, ну сколько, ну лет, ну 7, может быть, вот его прям массово начали ставить на машины. Так все на М. бензине ездили. М. Ну, тоже просто бензин подорожал, тут раз альтернатива появилась, газ. И стали газ втыкать. У нас не было раньше, сейчас газовые заправки на каждом углу. Ну, много их очень. А раньше же не было там, на мой город, может, 2 заправки было газовые. А сейчас там в каждом районе газовая заправка есть. Очень много их стало. Ну, просто мне тогда непонятно, как они так взяли и этого раза. Два, да? Ну Два да, раза? где-то в 2 Два, раза, да. два раза. Да. На сто Зачем, процентов, да. зачем это? Что, не Ну, предвидели, что ли? хотели заработать денег, наверное. Тут оп, народ начал А кто это кипишевать. сделал? Да откуда я знаю, кто это сделал? Ну, Был же у нас Назарбаев президент всю Назарбаев так дорогу, сделал, да? начиная с Я там, имею в виду, кто этот газ контролирует? ну вообще был Назарбаев, он все контролировал. Он тут, ну это прям очевидно было, то есть, что, знаешь, это, ну мы как будто это у нас не страна, а как то его было. Все тут вообще, что хотели, делали как бы. Конечно, народ сколько раз пытался его типа скинуть, там где-то Ну, сейчас какие-то скинули, локальные. получается? Скинули, да? Ну, получается, да. Газ тоже скинули, да? Да, газ Ну, то есть, короче, подешевел, вот это, получается, добились добились своих цели. целей, да? То есть, газ скинули. Да. Ну, опять М. же, ну, еще знаешь, Молодцы тогда. подешевел этот, как он называется, утилизационный сбор.
Раньше, короче, был утильсбор, была какая-то частная компания, какой-то там оператор РОП собирал деньги. Ну, с каждой любой там новой машины проданной, там сколько-то, миллион или 1,5 миллиона тенге платили утильсбор. И эта компания принадлежала там младшей дочери Назарбаева, президента. И вот, ну, просто ей в карман шли, короче, деньги с утильсбора. А потом, ну, тоже, типа, начали возмущаться, и вот А у этот вас нету, утильсбор у понизили вас нету там типа в 2 раза, Навального, по-моему. Навального? Да у нас вообще нету оппозиции, не было ничего, ты чё? Ну, я имею в виду кто-нибудь, ну что кто-то вот это же должен, если вот это все знали, кто-то должен же это Ну, раскапывать, типа, то есть он, Навального короче, есть один там чел, Аблязов, он там, я не знаю, где, в Лондоне или где живет, он там что-то постоянно что-то там выпускает, что-то пишет, что-то он делает. тоже как Ну, это, у него там команда, да, там, я там когда-то в свое прочее. время тоже просто с бабками свалил и осел там, где все оседают в Лондоне, и теперь оттуда потихоньку что-то здесь пытается Ну, он вернуться не дестабилизировать. хочет, как Навальный. Ну, наверное, не хочет. Если вернется, его, скорее всего, здесь закроют. И вот он все хотел скинуть там Назарбаева. А это Потом он что-то... сделал, да? Тут Да событие. нет, это не он сделал. М? Да нет. Вот наш президент, который сейчас, он, Кто по это, вот идее... это кто сделал, я что-то вот не пойму, как бы по итогу, по факту, получается, Забаева, получается, у него вот это отобрали, да, газ. Как Да, бы у него по все факту, отобрали, у него да. было все, понимаешь? Ну, я говорю, по факту, получается, он проиграл. Ну, то есть, а кто это начал тогда против него? Это же Да, против не него, знаю, там получается, какой-то вот кто-то передел власти организовал был же, там. да? Кто-то там, Кто-то директор организовал против, КНБ. против него, чтобы его как бы Ну, короче, как официальная вот версия, отодвинуть. да? Было, получается, якобы какие-то террористские там лагеря где-то там на юге в горах тренировались там террористы, их там воспитывали, содержал Это кто-то. как в Пакистане, что ли? Может быть, я не знаю, как в Пакистане. В Короче, Пакистане, в Афганистане, там лагеря террористов в горах есть. ну да, наверное, получается. Там на юге, в Алмате где-то или где, в горах, короче. Короче, там И вообще жесть, да, получается? об этом знал директор КНБ. КНБ это как ФСБ, короче. А, КГБ. Комитет национальной КГБ. безопасности. Нет, Как в КНБ. Беларуси КГБ. Ну, у нас КНБ, Комитет национальной безопасности. Ага. Вот, короче, он типа об этом знал, и он, я не знаю, или он их содержал там, или что там, как там. Ну, и его сняли или даже посадили, короче, этого чела. Его типа сделали козлом отпущения. Потом наш президент, который ныне В действующий, смысле козлом? Я чё не понял. Он же это сделал. да кто это сделал, вряд ли будет наказан, мне кажется. А кто это Да. сделал, я вот имею в виду? Я не знаю, кто это сделал. Ну, раз этого снесли, получается, как бы Ну, просто предыдущего. передел прошел, короче. Ну, я говорю, предыдущего, Был получается, один. забрали все вот это, да? И у него Не все в все стране еще ему забрали, там, по принадлежало. идее, чтобы Я все у говорю, него ну забрать. то есть по логике же получается, типа, тот, кто это начал, он это сделал, чтобы вот этот передел сделать. Правильно? То есть это какой-то враг предыдущий. Ну, у него было, наверное, много врагов. Ну вот это, наверное, тот, кто забрал это все. Да я пока не знаю. То есть что-то у него забрали, получается, ему все принадлежало, у него забрали, кому-то это все перешло. Я вот Правильно? этого не знаю, забрали, не забрали.
есть, нет. Заправки, допустим, сеть была заправка. Она так и есть, работает. А кому она принадлежит сейчас, я не знаю. Кто ее забрал, не забрал, что там, как. Все, Ну, живем своей кто-то, жизнью. кто-то, кто захотел это, получается, его свалить, он вот это, наверное, в себе и организовал. Ну, наверное, действующий президент, который сейчас. Он вроде чуть-чуть что-то делает для людей там. Что-то где-то там. А что он сделал? Что он сделал? Ну, вот. Утильсбор снизил. Ага. Цены на газ Цены, снизил. цены ж повысились. Нет, зачем? После кипиша цены упали. На газ. На газ, да, На газ. упали? Да, на газ, да. А на остальное выросло. Вот, да, когда вот это началась война, спецоперация. И у нас тоже тут все подорожало, продукты, все подорожало. Вы же не под санкции. Ну, тем не менее. Почему? Ну, я же говорю, у нас все с Россией, потому что. Вот Россия, Я, допустим, я не понял. Все с Россией, хорошо. Но я имею в виду, Россия под санкциями, но Россия же может это как бы в Казахстан дальше же поставлять. ну, Почему-то в вот было Казахстане же такое, подорожало. у нас в начале лета, наверное, у нас что-то были проблемы с сахаром, даже, может быть, до сих пор. В некоторых, ну, во многих магазинах просто его нет. Ну, нельзя купить, нету сахара. М, Казахстан, типа, производит 40% сахара от своей потребности. м. А Путин, получается, запретил вывозить из России там, ну, вот такой вот сахар, там, зерно, типа, все самое необходимое, ну, чтобы, типа, свое население обеспечить, да, Ну, для войны, чтобы да. у своих было, не было там проблем с продовольствием, так сказать. Да, для спецоперации. Вот. Но это уже после спецоперации так было. Спецоперация-то когда началась зимой, весной, а это летом вот произошло. Летом он, получается, запретил. Ну, стратегические запасы, чтобы были. Да, и у нас, получается, соответственно, подорожал этот сахар. И, ну, и многие еще какие-то там продукты подорожали, потому что, ну, сами себя не могли этим обеспечивать. Появился какой-то другой сахар, подешевел, там какой-то, говорят, индийский, но говорят, он беспонтовый, не сладкий. Ну, я не знаю, у меня проблем, короче, как бы нету с сахаром. Ну, вообще ни с чем Не проблем сладкий нету. сахар. Да, ну люди так говорят, я не знаю. Говорят, вот появился типа сахар, продается Типа, там. у тебя была одна работа. У тебя была только одна работа — делать сладкий. У сахара. Ну, Не сладкий сахар. ну, типа раньше ты ложил там 2 ложки, а теперь будешь ложить 4, короче. М, Не сладкий. капец. Типа расход его больше идет. Сколько у вас времени там? У нас Без уже тут 25,3. ничего себе. У нас тут уже 3 часа ночи уже. 22:36. Мне уже что-то так это. Да, уже спать пора. Так. Ну, короче, в целом, я не думаю, что Казахстан стоит переезжать. Ну, может быть, если там какой-то хороший специалист, программист, может быть, что-то найдешь. Может быть, Ну, куда-то просто устроишься. вот у нас, которые Ну, в целом, в мне кажется, у нас тут Казахстан, даже нету столько работы. они куда ехали? В Ахтубинск, в Не в Актау, Актюбинск, не в Актюбинск, а в Актобе. в Актау. Они там говорили, типа, у них там это вообще зарплата типа, вообще нормально платят. Я Ну, сейчас цифру не ну, помню. ну, может быть, ну, не знаю, попробуй. Ну, как по мне, если бы я жил в России, я бы точно в Казахстан не поехал. Хотя тут есть одни знакомые, они, короче, сами из Кустаная, кустанайские. Ну, они когда-то давно, лет 10 уже, наверное, если даже больше 10 лет, 15, наверное. Ну, 10 там, вот так вот точно. Лет они прожили в Питере, М. ну, в Петербурге. И получается,
недавно, вот сейчас назад приехали, тоже говорят, типа, да вот, что-то там, типа, в России делать нечего. Но, тем не менее, опять назад уехали. Ну, то есть в Казахстане вообще делать нечего, я так понимаю. Вот я вот тоже, да, я понять не могу. Чё эти, ну там, русские, кто там? Русские же, да? В Казахстане русские и как бы казахи есть. Ну, очень много тут национальностей, так же, как в России. Все тут есть. Ну, основная, может быть, да, русские, Не, казахи. ну в России-то это федерация. Ну, в Казахстане тоже все есть, тут и кавказцы Казахстан что, есть, тоже тут всех федерация, наших. что ли? Не федерация, но разные же живут национальности люди. Это только русские и казахи. Как они живут? В Я не смысле, понял. как живут? Ну, в смысле, Ну, откуда? так же когда-то приехали, там, не знаю, война была в Чечне, беженцами, может, сюда приехали, здесь осели, живут, детей нарожали, все, вот они уже тут местные. Чеченские Еще беженцы откуда? приехали в Казахстан? Ну да, очень много чеченцев у нас. В смысле, вот, вот эти, которые... Вот эта чеченская война, да, когда была? 90-е, Да, да? да, да, есть пацаны, вот мои ровесники, А что ну, они в может, Казахстан-то чуть старше, поехали? ну, не знаю, а куда им? Беженцы. Ну, Да, приехали вот в слышал, Казахстан, во не знаю, Францию там, беженцев были поехал. какие-то родственники, может, или что, приехали сюда. Ну, они Что неплохо за здесь живут. Вот. родственники? Ну, казахи и чеченцы же вообще же Ну, блин, разные я же тебе же. говорю, здесь не только казахи живут. Основная масса, да, казахи. Ну, здесь очень много разных национальностей. Кто? Я Ну, вот только про все есть, не знаю. русских И слышал. кавказцы все тут есть, и, блин. А как они? Я не понял, как они оказались. Ну, я не знаю, как они тут оказались. Приехали. Вот я украинец вообще по национальности. Да? Но я здесь родился и вырос. Я русский. Ну, чувствую себя русским, знаешь. А, Считаю себя русским. да? А ты Ну, этот на чьей стороне? ну, конечно, я Россию поддерживаю, я же русский. Ну ты этот у тебя Ну, кто? вообще, если честно, мне Укра... вообще до пизды. Абсолютно до пизды. Украинец у тебя кто? Украинец. Да нету никого у меня. Ну, есть там, может, какие-нибудь там, не знаю, никогда не общались с ними. Какой, в смысле, какой украинец? Не знаю, Откуда? там вроде в Крыму были там у отца кто-то. Ага. Где-то там. Короче, дед мой был вообще украинец, такой с Украины. А бабушка русская. Отец М. наполовину русский, наполовину украинец, да? Мгм. Я вообще, у меня мама удмуртка. Отец вот наполовину украинец, наполовину русский, да, вот кто я вообще? Я Мгм. русский. Ну да, русский. Ну, тут еще, видишь, Казахстан же, тут Ну не да, все ну, русские. я тоже как бы это... Я был бы... Тоже всем бы говорил бы, что я русский, но у меня Не, ну ты, лицо. если честно, я не знаю, я, я бы и не сказал, что ты там не русский. Да? Похож на русского. Ну, я наполовину был, потому что по маме. Ну, ну. М. Я, допустим, в России ездил, да, в Мгм. России, и я тоже там, я казах в России. М. Ну вот, я казах, вот представь, да. Мгм. Ну, мне так говорят, типа, ты казах, там, ну, как бы, да, и мне пофиг, ну, казах, казах, как бы. Я русский. Мгм. Ну, пусть я буду казах, да, без проблем вообще. Гражданство, да, у меня казахское, казахстанское. Ну, как Ну, бы, короче, ты, я так понял, что все равно будешь казахский, наверное, учить? изучать, да, учить казахский, ну, потому что переезжать в Россию не хочешь, как бы, ты говоришь, я Нет, ну, казах, будешь, пока что, здесь нормально все. Но если какое-то начнется давление, конечно, тогда мне будешь придется учить, да? отсюда уезжать. Уезжать. Пока нормально, я пока говорю, я не чувствую такого. А у Пока все тебя нормально. дети есть, да? Да, у меня есть сын, Сколько ему? 4 года. Он в школу, когда в 7, через 3 года.
Как Ну, он, в 6, наверное. как он через два. пойдет? Имею в виду, там же школы казахские. Нет, Он, получается, он уже на только на казахском русском будет всё. говорить. Да нет, ты чё, откуда он будет говорить на казахском? Ну, в школе. Понимаешь, вот это вообще разные вообще. Вот Астана, вот от меня 700 километров, да? И вот Кустанай здесь, город. Астана — Ну, это у нас, северный Казахстан, да? да, это Тут северный говорят же, да, вот Казахстан. это северный Казахстан, там северный Казахстан. Там говорят же, это вот Кустанай, да? Да, да. Ну, есть еще Северо-Казахстанская область, город Петропавловск. М. И вот Два у нас города вот тоже, этих, да, это вот это северный Казахстан, типа. да. Ну, наверное, Актюбинск тоже, я не знаю, там недалеко Россия, по идее. Тоже можно Там север. это Ну, получается Кустанай, Петропавловск. Петропавловск у нас Петропавловск-Камчатский. ну, вот у нас Петропавловск тоже называют Питер. Питер. Питер, ну. Вот говорят, питерский, с Питера. Почему Питер говорят? Ну, не знаю, может, по аналогии с Там-то российским. Санкт-Петербург, а тут Петропавл. Ну, так говорят, Питер. Не знаю, почему. Получается, это Петропавловск, Кустанай, Ахтюбинск, Павлодар. Павлодар. Павлодар 4. это, блин, я не знаю, что это. Восток, наверное, ближе к востоку. Но там тоже Россия недалеко. Ну, хотя Ага. тоже, наверное, север. Там Это вот- Омск. Это северный Казахстан, да, как бы? Это 4 города, да? Да, но недалеко друг от друга там. Павлодар, допустим, от меня 1000 километров. Петропавловск где-то 500 километров. Ну, они как бы все вдоль границы, да? Да, вдоль границы. Уральск еще есть. Ага. За Актюбинском дальше. Ну, А Уральск что, он в Казахстане, что ли? ну да. Я думал, это Уральск где-то в России, где-то на Не Урале. знаю, может в России тоже такое есть. Где-то на Урале, я думал, Уральск. Ну, вообще далеко от Урала, по идее. Уральские горы же в России же. Ну, да. А как так? Уральск. Ну, вот так называют, не знаю почему. Ну, сейчас не Уральск, он как там по-казахски называется. Урал, Уральск, наверное, Уральск, Кустанай, Хтюбинск, Петропавловск. И что там еще? Что там еще? Павлодар. Что? Павлодар. Павлодар. Ну. Да, вот 5 городов, да, получается, Северный Казахстан. Ну, Как бы вдоль наверное. границы с Россией. Ну да. Не, ну там и Актау тоже, Атырау тоже там, Кавказ рядом. Тоже граница с Россией. Актау, Трау, что-то не русские названия. Ну, у нас все не русские названия. Ну, А Уральск, кто- там, Петропавловск, там понятно. Павлодар, там, Ну, Уральск, он, я не знаю, как Устанай, сейчас там это Урал, понятно. наверное, называется. А вот это Актау и какой второй? Атырау. Атырау. Атырау раньше был Гурьев, что ли, город назывался. А. Переименовали его по-казахски. Да, ну все города переименовали. Гурьев, получается, перевели. А как Гурьев? Гурьев это что? Что это значит, Не знаю, Гурьев? фамилия, наверное, что-то. А, Гурьев. Алмата тоже же это что-то, по-моему, город мирный был когда-то очень давно. Мирный. Ну, еще Да, до мирный это Казахстана. по-казахски получается Алма-Ата, да? Нет. Алма это яблоко, а Ата это дедушка. И чё? Не знаю. Яблоко дедушка. яблоко. Яблоко дедушка. Ну, в Алмате там яблоки же есть.
такие какие-то, апорт, сорт, апорт, алматинский. Ну, это юг вообще там у нас, ну, сильно отличается вообще юг и север. Но у нас на юге там, допустим, Ну, я ну, как и понял в уже, да, России, на юг ехать не надо, там, короче, там гетто могут, опасно. да, там так себе. Надо вот, если что, там Северный Казахстан, Ну, хотя в Алмате Ахтубинск, там тоже, по идее, движняк такие. Актюбинск, там Актау, там а, Павлодар, Кустанай, Да, туда, Кустанай самый нормальный город. там, где ты живешь. Да. Павлодар тоже мне понравился, я там был. В Актюбинске там тоже как-то, по-моему, все на казахском такие двигаются. Потому что это туда, в ту сторону, Актау, Атырау, там вообще казахи же еще делятся. У них там 3 жуза есть. Старший, средний, Да, младший. Жусы, я слышал, Жусы. Потом еще у них роды всякие, ну как там, Как у, рода или как, как у какому этих, роду. как у чеченцев, да? Я не знаю, как у чеченцев. У чеченцев же там эти, как их, кланы. Ну, может быть, а вот тут эти на рода Ну, делятся. типа там один аул, там Ну, другой типа аул, такого, они наверное. типа и как-то они там между собой что-то враждуют, да? Ну, эти тоже так вот есть. У нас в Кустанае, допустим, тургайцы. М. Типа такие они там обезбашенные. Толпой себя двигаются там. И они друг за друга вообще типа держатся такие, типа молодцы вообще. А есть, Это жуз такой, да, получается? не, это типа просто местность. Есть Тургай. Дикие места там. А, это где-то на юге, да? Не, это тут у меня в области, ну, на юге, как бы, да, области там. Но это как бы посчитается не северный Казахстан, типа южный Нет, это Казахстан. северный Казахстан. Ты же говорил там, типа, это, южный Казахстан, там, типа вот где. Ну, я говорю, моя область, на юге области, короче. А, на самой области еще делится как бы напал. Да, тут вообще Север-юг, пипец. получается, все время север-юг, север-юг. Надо это прям изучать или здесь родиться, короче, чтобы все это знать. М. Это вот все разбираться надо, да, вот Да, да, да. кто как это, и кланы как относятся друг к другу, да, и жусы. Да. Вообще, в целом, я не знаю, зачем эти роды, там, кланы, это, жузы, все. Живем в 21 веке, уже цивилизация, уже забыть это все пора. Ну как, знай свое, как бы, да. Никто не против этого, ничего. Ну просто зачем Ну, делиться? ну они, Наоборот, наверное, объединяться надо. как эти, как чеченцы. Так это, как-то у них Ну, так все может быть, может быть. Ну, я не построено. знаю, просто видишь, у нас здесь же в Казахстане их немного, и они здесь дружные, Ты очень дружные кавказцы. кто? Кавказцы. А, кавказцы между собой дружат. Ну да, конечно. М. Чтобы, Я, наверное, защититься от этих, от джусов. может быть. Ну, короче, я расскажу вот ситуацию такая. Я вот вообще родился в деревне, там школу закончил, потом вот переехал сюда, в Кустанай. И там в деревне у меня был сосед, казах. И он, получается, рассказывал, он ездил там в Тургай. Там что-то непонятно было, какие-то скачки у них или что там, какие-то движники. Ну, они же на лошадях там любят. Ну, есть игра какая-то там, казахская тоже. Типа там, ну, короче, не суть, ладно. На вот такое мероприятие ездили. И там, говорит, типа, идем с братом, общаемся по-русски. Идут, Мгм. общаются они. И тут раз, говорит, какой-то чел, типа, на казахском им говорит, вы чё, типа, как вас земля носит? Это священная там земля казахская, вы по-русски тут говорите. И, говорит, нож берет,
чуть не зарезал, короче, за то, что по-русски говорят. И ничего себе. Ну А это это как? какая-то священная земля была? Да фиг его знает. Типа вот у башкиров же была какая-то там гора священная. Да. Ну, вот просто что Тургай, там же только казахи. Там, если русские живут, они тоже по-казахски разговаривают, там живут. Все по-казахски двигается. Да. Там вообще тяжело в Тургае. Я был там как-то раз. Короче, получается, как у этих, как у индейцев в Америке, вот типа есть там своя священная земля, да? Да, Типа родина, там короче. духи предков, там то все. Да, да, да. Ну, вот так Есть вот вот как как-то. бы, есть как бы города, да, а есть вот как бы типа резервации, где вот это вот индейские земли. Типа Ну, того, наверное. получается, какая-то там священная земля. Ну, так-то свободно везде все двигаются, все нормально. Как бы и тургайцы, я бы не сказал, что плохие люди. Нормальные пацаны. Ну, может быть, если где-нибудь ты в клубе там Не, зацепишься, ну, чуть не толпой они тебя зарезали. перевернут. Чуть не зарезали. Но это он, видишь, они же казахи, пацаны. Идут, говорят по-русски. И он им предъявил. А типа нельзя, да? Ну, типа, да, наверное. Ну, я не знаю, чем он руководствовался. Может, просто какой-то олень. В целом-то, ну, какая Это разница? твой знакомый, да? Да, знакомый. А он это казахский говорит Ну, вообще. так, тут как бы есть очень много казахов, которые не знают казахский на севере Казахстана. Мгм. Много таких живут. Ну, вот как ты же тоже говоришь, не знаешь, как свой язык, получается, Ну, родной. я вообще непонятно, как бы, говорю, так-то по маме русский, получается, по папе калмык. У меня папа калмыцкий не говорил. Ну, вот у нас тоже много таких здесь. Они Есть, метисы, да, которые, они, получается? нет, Они тоже казахи метисы, да? чистые. Нет, чистые казахи есть, не знают казахский. Ага. Просто, ну, не знаю, ну, такой здесь другой менталитет, что ли. Мгм. Я говорю, здесь нормально у нас вообще. Мне нравится. Все хорошо. Дружить надо со всеми. Мгм. Конечно, надо понимать, да, что, ну, ты вот говоришь, в Польшу поедешь, там поляки, да. Ну, там же не только поляки, там же также куча национальностей живет по-любому, как в любой стране. Там же нет такого, что чисто поляки там и все, и никого больше. Все там живут. Ну, уважают, как бы понимают, что это все-таки Польша, родина поляков. Мгм. Равно как и здесь Казахстан, это родина казахов. Как ни крути, они здесь главные, как бы, ну, их земля. Конечно, как я буду здесь свои какие-то порядки. Если меня что-то не устраивает, я уеду отсюда. Если здесь начнется что-то тяжело. Ну, правильно. Мне кажется, ну да. Надо это куда-нибудь Понимать это все В надо, Челябинск. уважать. Мне кажется, надо в Челябинск, это не дожидаясь, Ну, да лучше в собираться. Москву сразу, наверное. Ну, или в Москву, да. Я как-то там одну зиму прожил. Мне понравилось. В Москве. Правда, Москва тоже такая очень многонациональная. Я там работал с пацанами, там, с чеченцами, с армянами. Жил с осетинами. Вот кавказцы мне вообще понравились в России. Да? Они там добрее, чем у нас здесь. Здесь у нас более такие, не знаешь, наглые. Ну, не все, конечно, но в целом, в общей массе, как бы такие они. Мгм. Мне кажется, более наглые здесь, чем в России. Мгм. Ну, хотя и в России тоже, как бы, да, говорят А про что, них. еще наглее в Казахстане получается? Ну да. Но опять же, тоже не все. Ну, я, в принципе, общался, там, общаюсь с пацанами. Нормальные у меня отношения. Ну, там, допустим, с чеченцами здесь тоже, с кавказцами. Но они как бы все за Россию так.
по идее, да? Ну да. Кроме казахов. Ну и то не всех казахов. Я говорю, вот здесь в рулетке мне попадались такие. Часть казахов, да, такая? Да, да, часть. Ну, я не знаю, Ну, сколько их в кто процентах? до единицы вообще. Единицы, да? Большинство так за нас Да. за это. За... Большинству, наверное, вообще пофигу. Люди, ну, я думаю, что тут, ну, зарплаты низкие в целом, людям не до этого, они живут как-то, выживают потихоньку, основная масса. А что они в Россию И, не поедут? ну, а как ему ехать? Ну, как тоже, я же говорю, взять Застряли, уехать, получается? наверное. Ну, вот как вот я тоже, вот как я уеду, да, у меня сын здесь живет, с женой мы живем раздельно. Как я могу надолго куда-то уехать и, ну, сына же воспитывать надо, растить. Я... Он, получается, часть пару дней у тебя, остальное время у Да, нее, да, да, да? вот так вот, туда-сюда. Ну, почти 50/50 он, то у меня, то у нее, вот так вот. Там день-два у меня, там, может, А она 2 дня, казашка, 3 да? дня у нее. Она вообще полька. А она что, в Польшу не поедет? Вот мы когда-то хотели, вот еще до ковида, уехать в Польшу, но потом так получилось, что а, я условку получил, короче. И как бы у меня все закрылось, все двери. И, и потом ковид, и потом вообще как-то бросили всю эту идею. Но она может уехать. Была такая программа, но я не знаю, сейчас она есть, нету. Вот Карта когда ковид поляка. был, Карта поляка. ее приостановили. Я не Карта знаю, поляка. карта поляков, она называлась репатриация. Типа на историческую родину возвращаешься. Я знаю, что в Польше есть карта поляка. Ну, я вот знаю, что Если у тебя какой-то родственник есть, ну, в смысле, предок нет, какой-то там не надо поляк. никакого. Главное, чтобы ты был по национальности поляк. Ну вот, я И говорю, все. достаточно какого-то доказать, что у тебя хоть какой-то там есть предок поляк, бабушка, там еще кто-нибудь вообще. Ага. Просто вот любой документ архивный. И все, и можно на этом основании получить карту поляка и легко приехать в Польшу. Ну вот эта программа репатриации. Там в WhatsApp группа была репатрианты, там, которые уже уехали. Там, по идее, нормально можно было поехать. Там, получается, давали деньги на покупку жилья. По-моему, ну там что-то нормально давали, можно было купить хотя бы какую-нибудь однушку. Не, по Хотя карте бы. поляка не давали такого. Ну, Какая-то ну другая по этой программа. репатриации там давали. И там вообще ты самолет, все, короче, типа тебе оплачивается. И ты тут в самолет садишься, там самолет садится, когда весь взлетаешь, да, там садишься, все, ты гражданин Польши. Ты точно не поляк? Вот у тебя там же эти украинцы, там то все, может, поляки есть. Ну, поляков нету. Где Я украинец, там русский и же. поляк. Я Понятно, же я говорю, русский. ну, если покопаться, Не знаю, не было можно поляком никогда стать. никого. Вот у жены там, у нее папа поляк, короче, мама там белоруска, что ли. Папа у нее поляк, у папы родители поляки. У бывшей жены, получается, тесть мой бывший поляк. И мы что-то начали двигаться, что-то там, документы там. И потом что-то все Ты закрылось, вот короче. смотри, ты же тоже как бы русский так по самоощущению, а так-то можешь доказать, допустим, что ты, например, украинец. Правильно? Ну, я по документам, у меня в Да. документах написана национальность украинец. Вот. Я говорю, ты можешь, допустим, в Украину поехать. Ага. Вот сейчас самый раз ехать в Украину, Ну, не переселяться. сейчас, потом. Ну, может быть. Да мне и в Россию как бы труда не составит уехать.
Ну, ты можешь, там, если они в Евросоюз войдут, ты можешь, Типа, получается, оп, туда приехать. все, я Да, гражданин Европы, да? да. Ну, я тоже об этом думал, что просто туда поехать, гражданство получить и все назад вернуться. И здесь дальше жить, просто, ну, в Да, в случае чего Казахстан? я... Ну да. А, прям так нравится. Ну да, это же моя родина. Я же здесь М, родился, вырос. понятно. Как бы ни было. Прям привязанные, смотрю так. Ну, конечно. Не, я в целом люблю Казахстан. М, Ну, я ничего не против никаких людей, там, национальностей не имею. Ну, просто, если, конечно, начнет вот эта обстановка обостряться, если людям начнут там в уши ссать, там, что-то лить, там, что против русских настраивать, и вообще начнут притеснять русских как-то там, ну, мне придется отсюда уехать. Но в целом, знаешь, я был в России, и, ну, в России в городах, конечно, ну, как везде, конечно, в городах жить лучше, да, проще. Ну, и с работой совсем как-то можно там устроиться. А так в целом, ну, на тот момент, когда я был в России, это вот, ну, лет 5 назад, я вот так сравнил, и мне показалось, что в Казахстане поинтереснее. Вот в Россию можно поехать поработать, заработать, и в Казахстан приехать. Что интереснее, то, что дешевле, да? Дешевле все было намного, да, здесь. Ну, считай, ты поехал в Россию, там, 100 рублей заработал, вот сейчас, на данный момент. Приехал в Казахстан, у тебя 700 тысяч, в 7 раз больше. Это же другой валюте. Ж. Ну, в другой валюте, ну, я имею в виду, ты туда поехал на заработки, там, на вахту, допустим. М, Поехал там, месяц отработал, приехал Потом месяц можно дома, и у тебя 700 тысяч. А здесь, ну, где ты найдешь такую зарплату 700 тысяч? Вот у меня потом можно зарплата сейчас, приезжать в Казахстан, да, и тратить, да, эти деньги. да, 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 приезжать, тратить. Всегда россиянам было, ну, выгодно. Я помню, девчонка приезжала там в гости сюда. Она говорит, капец, мы приехали, говорит, там столько всего накупили там. И говорит, у нас еще деньги остались, типа даже не потратили. А вот как к Понял. нам поехать в Короче, как, Узбекистан как, тоже. как, как, как на туризм можно, да, туда ездить в Да, 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 Казахстан. да, да. Получается. Приехал такой. Это говорю, вот как к нам поехать в Узбекистан, допустим. Тоже там, ты что там, 100 тысяч тенге с собой возьмешь туда, приедешь, ты там мажор, миллионер, деньгами сорить будешь в Мгм. Узбекистане. Тема. Надо посмотреть, что там летает. Ну. А что, вам можно летать? И, Летать можно вам? в Казахстан. Ну, вообще, с Калининграда, вы же там в Европе от России оторваны же. Ну, почему? Перемещаться-то можно? Ну, просто там же что-то говорили, закрыли небо там друг другу. Ну, можно доехать и откуда-нибудь прилететь. С А, России-то летают, ну да, да. с материка летают. Можно. Ну, что там? До Москвы, наверное, далеко. Может, до Питера как раз поехать оттуда. Наверное, что-нибудь летает. Вот. Да, наверное. Сейчас, по-моему, больше стали летать тоже в Россию, с России. Ну, в Прям это. целом-то нормально Короче, вроде все. связи сейчас сильнее, да? И налаживаются. Потому Ну, что оно как бы вынуждены теперь это. да, Теперь сильнее. Казахстан, Россия, там. да, да. Можно и в Алмату съездить, понимаешь? Просто, ну, не надо ходить там, где не надо Я ходить. Алма-Ату смотрел,
Там на Ютубе много видео было, а в основном про Казахстан смотрел видео на Ютубе, и там в основном была Алма-Ата. Ага. Что-то вот все летали именно в Алма-Ату. Ну, все в Алмате, движняк Алмата же была раньше столицей, она как бы так и осталась, вам больше Ну, тоже. просто ты говоришь, что там это Южная Алма-Ата, там где-то, Ну, нижняя, верхняя, ну, да. Короче, есть такое. надо, надо верхней оставаться. Ну, типа, и Да, все нормально. типа, да. Понятно. Вот пацан рассказывал мне, вот, который, опять же, говорит, что по-русски говорит, ему хлеб не продают. Он там говорит, просто, ну, по городу поехал, говорит, на автобусе. Ну, до конечки, типа, доехать, посмотреть город. И, говорит, еду, смотрю, все красиво, там, нарядно, да. И тут, типа, ниже автобус идет. И как будто уже, говорит, уже дома все пошли старые, какие-то стрёмные, все хуже, все более такое серое, да. И получается, а, ну, говорит, походу пора уже, говорит, ехать назад. Выхожу, говорит, на остановке, там иду. И тут, говорит, мне навстречу идут там, по-русски не говорят, ему там что-то по-казахски. Один, говорит, идет навстречу, что-то ему там говорит, типа там спички или что там, сигарет. Он там нету. И типа дальше иду и, говорит, что-то не понял, что-то типа происходит, поворачиваюсь, а он уже ему, короче, замахивается, бьет, короче. Ну, он как-то увернулся там и смотрит, еще там 3 или 4 бегут, короче, к нему тоже. Ну, просто бы его там замесили толпой и всё. И он, говорит, убегаю, короче, говорит, убежал. Через дорогу там перебежал как-то, убежал, короче, уехал на автобусе. И потом, короче, еще рассказывают тоже. Опять в тот район попал. И опять такая же ситуация. Опять там что-то пришлось там как-то что-то там отстаивать свои права. Ну, я думаю, чтобы с таким не сталкиваться. И он говорит, как потом узнал, что там лучше не гулять, короче. В это Южная Алма-Ата, да? нижнее, Нижняя Алма. да. Лучше там не бывать, короче, не двигаться. Вообще, ну, не знаю, если не бывал в Казахстане, для меня поначалу даже дико было, когда я в Астану приехал. Я просто представляю, что там на юге тогда творится. Если в Астане, там же южане в основном, там базар, допустим. Вот у нас в Казахстане, блин, в Кустанае, ну, но есть базары, ну, туда уже толком никто не ходит, они сдуваются, ну, как мне кажется. Рынки, да? Да, да. А там ты чё, там есть такие базары, эти рынки. Капец, там огромные территории, там такой вообще, как муравейник, знаешь. Там Типа как, вообще бардак типа вообще как там. где-нибудь в Турции, да, в Стамбуле. Наверное, да, такой восточный базар там. Ну, М. вообще, мне такие места не нравятся, короче. Вот там есть авторынок, Там все типа. торгуются, да? Но особо никто не торгуется. Там, ну, просто там мне атмосфера сама не нравится. Там движняк, там тут же продают колодки, тут же тебе меняют колодки, тут же там все вот так вот, тут же что-то ремонтируют, тут же вот вокруг везде там торгуют, там все что-то хотят проехать, там машину негде припарковать, там негде пройти, там бывает все вот так вот. Движняк, там тут же шиномонтаж, что-то переобувается, кто-то колодки меняет, кто-то там еще что-то делает. Все вот так на дороге, прям все, бах, там, ну, бардак такой, знаешь, М. как на картине, там, кони, люди, там, все подряд, короче. Это вот такая вот. Так на юге я понимаю. Мгм. Такой движняк. У нас как-то все цивильно, как-то, Как в не России, знаю. да? Ну, наверное, да. Здесь более все размеренно, спокойно, там магазины, бутики, там пойдешь, возьмешь.
Чё надо. Ну, в основном даже я, если честно, уже очень давно никуда не ходил. Так, в интернете в основном все заказываешь. Wildberries, Ламода. Мгм. Зачем нужны эти? Куда-то ходить там. Заказал, Все тебе работает, домой да? привезли. Wildberries Да, работает, да? Ламода. да, конечно. Все работает. Ламоде, вот у меня племянница работает. Я вот там в прошлом году покупал кроссовки там. Ну, там племянница работает, там какой-то промокод, скидку замутила мне. И как бы, ну, все работает, все нормально. Понятно. Короче, Северный Казахстан. Ну. Ну и на юге, наверное, это все работает. Ну, там есть базары такие, есть. Многие люди ездят туда, там что-нибудь покупают, там те же шмотки, торгуют потом, перепродают. Там Алмата, там что там, Китай недалеко, в Китай ездят с Алматы. Там что-нибудь закупаются. Телефоны, кто ремонтирует, занимается там телефоны, ремонт, аксессуары, там запчасти, ну, тоже ездят в Алмату, оттуда везут. Ну, или там находят, где-то заказывают, сюда им привозят. Сами, наверное, вряд ли уже кто-то что-то возит. Так, заказывают, отправляют. Просто поставщика найти надо. Мгм. Ну, вот так вот. Ладно, спи давай, у вас там уже поздно, у нас тут уже тоже поздно. Да, уже ночь глубокая, ну. Давай, Давай, спокойной ночи. ночь.